Этот электронный лист почти такой же, как привычный для нас бумажный, только на экране. Все те же данные, те же обязательства. Застрахованный гражданин может получить его при условии, если работодатель заключил соглашение с фондом соцстраха. Остается помимо паспорта захватить больницу СНИЛС. И вот вместо привычного голубого листка на руках пациента электронный номер бланка. По нему работодатель производит начисление и выплату пособия. Дата рождения и здесь с какого по какой листок нетрудоспособности. Это мы выдали дубликат врач Тархойская и председатель врачебной комиссии Цыпанова. Бланк нетрудоспособности заполняется врачом, затем подкрепляется электронной подписью. Их наличие в больницах пока редкость. В третьей поликлинике Сыктывкара такая подпись есть только у 4 сотрудников и главврача, хотя выдавать больничные могут около 80 местных медиков. Так что базу предстоит набрать немалую. К слову, стоит одна подпись 2500 рублей. Сумма не маленькая, но на бумажные больничные и печати в лечебном учреждении тратили намного больше. К тому же иногда бланков просто не хватало. С электронными больничными такое невозможно. Скорее всего, электронные листки нетрудоспособности будут выписывать сами врачи в своих кабинетах. Может быть, это потеря времени немножко больше надо будет для оформления. Не будет централизованного выписки листков, когда нужно будет хранить 80 флешек с электронными подписями. Скорее всего, это сами врачи будут выписывать. Поэтому я лично думаю, что в этом немножко большой минус. А так, в основном, плюсы. Схему работы электронных листков обсудили и на общегородской планерке в столичной администрации. Сотрудники фонда социального страхования тогда заверили, возможность ошибок при заполнении сводится к минимуму. А еще электронные больничные исключают возможность подделки листов нетрудоспособности. Все это очень актуально, потому что с 1 июля 2019 года Республика Коми переходит на пилотный проект «Прямые выплаты». И все пособия по временной трудоспособности, по рождению ребенка до 1,5 лет, они будут выплачиваться напрямую от фонда социального страхования работникам. То есть работодатель будет косвенно участвовать. Электронные больничные в Коми популярностью не пользуются. Однако это дело времени. Только за прошлый год медучреждения республики выписали около 370 тысяч листков нетрудоспособности. Возможно, вскоре работники, оценившие нововведение, окончательно променяют бумагу на электронные бланки. Любовь Филиппова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.